царицы Тамары, да, говорят, ее до сих пор гробницу не нашли. Как я слышал, говорят, чуть ли не в золотом гробу лежит. Да, А, да. Хоронили Это чуть вот ли... Красивая легенда. куда бы Это наша я... экспедиция не пошла, это все время мы за этой гробницей Тамары пошли, гроб ее золотой таскать. Не, Каждый ну это год. легенда или просто, Это или это легенда, реально? конечно. Это как Она Чингисхана тысячами сказок захоронили, там всех порой. поубивали. Это то же самое. Это легенда, потому что она была личностью незаурядной в истории. Естественно, ее личность обросла большими легендами постепенно. Там, что ее с несметными сокровищами захоронили. Но запомните, эта женщина была истовой христианкой. Во времена, когда христианство было не пустым словом, а образом жизни. Она, по идее, по традиции, не могла быть захоронена как Тутанхамон какой-то. Да. То есть она очень скромно должна была быть захоронена. Максимум это, каменный саркофаг. Красивый, понятно, но без каких-то излишеств. Но захоронена Но по-разному. Я не знаю, Денис, ты расскажешь, наверное, это больше знаешь. могилу ее до сих пор не нашли, правильно я насколько знаю? Смотрите, значит, несколько лет тому назад в Москве есть такой ученый по фамилии Ватаишвили, русский ученый грузинского происхождения. Он опубликовал документ. Этот документ тех веков, эпохи царицы Тамары. Да. И в этом документе написано, что ее сын Лаша, это был человек, который писал письмо в Европу, и он говорит о том, что он ее везет хоронить ее в Святую Землю. Мгм. То есть такой документ реально существует. Он сделал перевод этого документа, опубликовал у себя в своей работе. А вот об этой Швили, вот меня позади меня, тут 3 тома этой книги. Вот в одной из книг материал посвящен именно царице Тамары. Но есть еще одна версия. Дело в том, что в Западной Грузии, где хоронили царей из династии Багратидов, там недалеко от того места, где их хоронили, там есть часовня. И в одном из документов есть намек, что она похоронена не в самом монастыре в Западной Грузии, сейчас у меня название из головы вылетело, а вот в этой часовне отдельно от этого монастыря. То есть вот как бы вот 2 варианта таких. Или там, или действительно Лаша отвез ее в Иерусалим. Слушай, ну а в чем смысл Там скрывать? не говорится, что там... это уже легенда. В источниках нет такой информации. Это Нет, просто а в чем? ходит такая легенда. Ну, она более царица там, да. В чем момент скрывать ее могилу? Ну, для чего? Это вообще... Вы понимаете, то есть в источнике же сказано, что в одном случае это может быть вон там, в этом монастыре в Грузии, в Западной Грузии. В другом случае это в Иерусалим. То есть в источнике есть информация об этом. Да. А то, что ты говоришь, что вот там скрывали, это уже народная легенда. Да, это уже поздние интерпретации. Это же Конечно. не тогда, когда У Тамара умерла на следующий день. Я вам скажу, у абхазов тоже есть информация на эту тему, что она тоже похоронена в Абхазии. Я даже больше скажу. Например, есть информация, что в Чигирде она якобы похоронена. Такая легенда тоже существует у абхазов. По другой легенде, что она якобы похоронена в Тхорчале. Но если мы говорим о народной памяти, я вам скажу, там даже есть причина того, почему она в Тхорчале могла быть похоронена. Там связано с ее сыном. Есть информация у абхазов. В абхазском фольклоре, будем так говорить, есть как предание, есть информация об этом. Там было связано с ее сыном. Что как бы на какое-то там время не могла родить сына. Якобы она ездила туда, а там у абхазов, если вы знаете, да, известный очень город Лашкендар. В общем, там целая история существует. У абхазских народов памяти это сохранилось. Потому что она в Творчельских горах там где-то похоронена, вот это я тоже слышал. Да, это в народе есть такая легенда. Например, Сваны тоже, вот если вы будете читать, скажем, материалы по Сванете 19 века, там встречается информация о том, что как бы она похоронена в Сванете. То есть скажи, пожалуйста. народная легенда.
Апсир, вот скажи, пожалуйста, да, вот ты говоришь, по ее вероисповеданию ее должны были захоронить скромно, да? Вот, Скромно достаточно. Ну, относительно, она все-таки царица, не совсем прям но она скромно. царица, да, вот именно вероисповедание одно, но так как она царица, неужели, ну, Ну, последний... смотри, нет, она не могла быть захоронена с какими-то там драгоценностями, какими-то, не знаю, Здравствуйте, золотом здравствуйте, ребят. гробу. С Привет. нательным крестиком. И то это допущение такое. Потому что мы, например, вот смотри, я как археолог могу тебе сказать. Ну, я вооружением, военной в этой истории больше занимаюсь, но вот первый век, ага, первая половина второго века нашей эры, ничего нет, вот пусто в погребениях. Мы не можем восстановить и материальную картину того времени, потому что христианство, потому что перестали хоронить с предметами. Вот просто, вот нету ничего. Ну, ты делаешь выводы по каким-то моментам того века, того времени, правильно? И по ее... Приходится, вот, например, выкручиваться в тот период. Но эта традиция, она очень долго сохранялась, естественно. Нужно делать ссылку на то, что имущественный ценз присутствовал, на то, что этот человек... Извиняюсь еще раз. Здравствуйте, Апсир. Добрый, Здравствуйте добрый, всем. добрый. Здравствуйте. Я хочу вам рассказать. Денис, у тебя на эфире постоянно Давид Жванин сидит, все записывает. Вчера мою кошку выставили. Моя кошка стала знаменитая в одночасье. Все хотят с кошкой моей сфотографироваться. Давид Жванин, ты запарил с утра до вечера здесь записывать. Теперь всем хотят с моей кошкой. Все хотят... Дай что буду говорить, он пусть рассказывает. Да. И, в общем, что я хотел сказать. Эта традиция быть погребенными достаточно скромно, она характерна не только для нашего региона, а вообще, в том числе и для всей Европы. Если вы посмотрите любого средневекового монарха христианского периода того, вот как раз одновременно синхронного, кстати, времени с царицей Тамары, вы увидите почти то же самое. Да, они похоронены в таких каменных плитах, даже с изображением каким-то своим, да, но это все равно скромно. То есть, если вы вскроете гробницу, он там завернут просто в ткань, и все. Даже нательного Посмотри, крестика может не присутствовать. То есть как нет бы, такого, да, что там золотом завалено, пол казны государства с ним захоронили. Такого нет. Не, по определенным моментам, да, которые говоришь ты, по того времени, ее вероисповеданию, Да. но она же человек все-таки была там публичный, да, там, как бы скажем, царица там, ну, могли же реально, да, взять и похоронить ее, допустим, шикарно. Ну, с шикарно почестями. ее могли похоронить в храме на Святой Земле. Это просто вверх. Это вот знаешь, как для мусульманина поехать в Мекку, сделать хадж и там умереть. Это вот просто вверх. Ну, я Вот расскажу. то же самое с царицей Тамарой. Захоронить, если ее захоронили на Святой Земле, это для нее предел счастья был в каком-нибудь средневековом храме. Тоже не каждого допускали, чтобы ты понимал, прям внутри храма захоронить. Это не каждый может себе А позволить. вообще, как вот эти следы ее оборвались, что, ну, где она похоронена? Ну, я Или- вот это и хочу рассказать, если Ну, дадите возможность. Пускай наш гость Когда скажет. умерла царица Тамара, Давид Жваня, сейчас внимательно записывай, когда умерла царица Непе Тамари из храма, в котором ее отпевали, вышло 8 гробов. Правильно, Денис? Такие же предания есть, что 8 гробов вышло из этого храма. Правильно говорю пока? Денис, можете как историк подтвердить? Это пока Сизани, Денис, расскажу. Вышло 8 гробов курбанчик. И все 8 этих гробов, так сказать, вот Джанико даже подсказывает 12 даже, оказывается. Кто-то 9. Ну давайте 8 остановимся. Вот 8 гробов вышло. И вот смотри сюда, каждый был разный. То есть там была свита, которую несли. И вот один из 8 был гагринский братуха мой, ну родственник мой, ну предок. Вот здесь в Гаграх похоронено, где колоннада, знаешь, вон там, где по фонтан, прямо под фонтаном, идите копайте. Брат, это ну, такая мистика про царицу Тамару, правильно, вот сейчас Апсир все рассказал, золото, не знаю, если бы Тамару похоронили золотом, тогда, получается, и Лашу, и Баграта надо было золотом хоронить. Если А вот бы их похоронили золотом, поверь мне, они там и века не пролежали. да, Если бы их бы уже в то выкопали. время до костей гробокопателей не было, 100%. это бы никого не остановило.
100%. Вот теперь представь, сейчас на могиле Баграта или Лаши там лежат золото. Кого-то это остановит? Выкопают, нет? Подкоп сделают в могилу. Слушай, Потому ну что я слышал, допустим, такие моменты, да, когда хоронили каких-то деятелей, и чтобы скрыть их следы там захоронения, те люди, которые несли там гроб, сопровождали до определенного места, да, люди даже не знали, где находятся, и те люди, когда обратно шли, их просто убивали, короче, ну, чтобы скрыть Вот следы. абсурд. Вот вообще культура загребения, вот именно роскошная, в основном вот у египтян, у скифов, да, вот это есть. У это этих, характерно для древних культур да, до, да. до монотеистического периода, Мгм. когда там, знаешь, какой принцип был? Там отношение с Богом было следующее. Я тебе Богу жертву, а ты мне что-то взамен. Мгм. Победу на войне, я не знаю, наследника, хороший урожай. Ну, вот такие вот там. Танец дождя, это танец, говорю, танец дождя то же самое, да, обычаи вызывания дождя, да, вот это тоже, что у нас есть, да. То есть все это, оно как раз накладывается на вот этот вот период до того, как вера в единого Бога появилась. Всё, вот это, то есть Поэтому, язычники. да, языческий период, поэтому как было, я вместе со своим богатством иду туда, на тот свет, и я потом вымениваю на это богатство лучшую жизнь себе там, на том свете. Мгм. Со временем эта традиция как бы закрепилась, и людей просто хоронили со всем их добром. Вот. Уже смысл такой не вкладывали. Но когда уже пришла единая вера, там же какой принцип был в христианстве? Мы все перед Богом едины. И царь, да, и раб. Ну, что очень не Мгм. нравилось, естественно, господам того времени. Но постепенно это получилась уравниловка такая. Неважно, богат ты или беден. Перед Богом ты, ну, главное, какая у тебя душа. Даже когда, я перебью абсолютно опять, когда Александр Македонский умер, он завещал, что когда его хоронили, вели его с открытыми ладонями, как бы распростертыми руками. Это не Это не Македонский. Александр, это Конечно. Сулейман. Это Александр Македонский тоже есть такая Нет, история. нет. Ну, Сулейман у него перенял. Вот сейчас нет, историки на меня. Я хочу, чтобы Македонский был. Докажите мне. Нет, во-первых, Македонский ничего не мог сказать, он неожиданно умер. Он его Он его завещал, что он- Аксир, если он умрет, хоронить его с открытыми ладонями. Нет, Типа нет, я не вот было. Александр. Вот Ух, эти сейчас докажу историки. фигурки, да, Не вот то, что я было. тебе говорил, там, в виде собачек, там еще что-то золотые. Это какого века? Ой, ну это надо увидеть, сложно сказать тебе. Но это либо Ну, эллинизм, примерно либо того антика, одно из двух. Потому что такие золотые украшения. Ну, опять-таки, надо посмотреть. Надо посмотреть. Это импортное, местное, сложно же сказать. Я там, когда в Акармаре был, я находил серебряного барашка. Такая небольшая подвеска была. Но это импорт был, это не местное было. Поэтому украшения, ну тогда женщины любили себя украшать тоже, и такого навалом было. Это надо смотреть. То есть так не могу тебе сказать. Но это Ясно. опять-таки, если золотые предметы, золотые очень часто это импортные, а это, скорее всего, с греками связано. Там и бронза, и золото Ну, было. понятно, это же все не одного времени, это оно разбросано. Это, видишь, в чем дело, когда люди вот так ходят, например, да, вот они нам часто, бывает, приносят археологам предмет. Вот, говорит, я вам принес топор какой-нибудь. Но этот топор, кроме того, что он там, понятно, красивый очень, я не знаю, он мне ни о чем не говорит. Это просто топор. Вот в момент, когда его изъяли из земли неправильно, с того времени я уже не могу его никак привязать к эпохе, ко времени, к обряду захоронения и прочим вещам. Ну, к дядьке в те года... Ну так, подожди, могу я теперь вам, историки, один раз, хоть я выиграю в этом споре, какой источник вам привести об захоронении Македонского? Приходили археологи, ну, наши. Гоша, Сабхазии. есть работа Ариана о жизни Лисада Македонского, там все Ну, написано. я говорю, бы сам какой источник? Самый простой, наверное, Википедия. Ариан, есть о жизни Македонского, автор такой. Он написал всю биографию, там об этом написано. У Македонского Значит, было давайте 3 я завета. Давайте я зачитаю вам, что касается по цис Тамары. О, вот Смотрите, это что интересно. написано в одном из источников. Этот юноша, имеется в виду ее сын,
везет с собой останки своей матери, могущественнейшей царицы Тамары, которая при жизни дала обет посетить Иерусалим, а на случай своей смерти просила сына отвести ее тело к гробу Господню. Он же, исполняя просьбу матери, пожелал осуществить ее обет и похоронить ее в Святом Граде, хотя бы и против воли язычников. Мгм. Это я сейчас зачитал отрывок письма, который был отправлен в Европу из Ближнего Востока. Это синхронный с ними период или там поздний? Я тебе сейчас скажу, тут даже опубликован скан этого документа у Ватышвили. Сейчас Просто же бывает такое, что там через 150 Денис, лет. она человек публичный, допустим, ее повезли в Иерусалим. Неужели там не какие-то архивы, записи, что-то? Это же не, как бы не пресса сегодняшнего дня, там же не было того, что... Нет, да не пресса, но так как она там была и, ну, истинной такой христианкой, да, там, ну, тем более соблюдала все. Если ее похоронили там где-то поближе, там, как написано, да, там, к святым мощам, каким-то святым, ближе, неужели она все-таки как бы не была царица Тамара, да, там, Вот царица... смотри, абсурд. Здесь Ватышвили пишет по поводу, что она похоронена в Иерусалиме. Основание для такого предположения послужило хорошо известное в специальной литературе, он пишет, письмо французского рыцаря-крестоносца Г. де Буа, отослано в начале 13 века из Сирия Палестина в адрес архиепископа Безансона, Амета де Тремеде. То есть это начало 13 века документ. Это 13 век, ну да, синхронно с ними фактически. Ну, почти синхронно с ней, да. Ну там, да, рядышком совсем.